Добрый вечер, это новости на Якутии-24. В студии Влад Давыдов. Прямой эфир смотрите в выпуске. Цифры дня. Сколько человек заболели коронавирусом за минувшие сутки и сколько уже вакцинированы. Стартует отчет правительства, как и в каком формате все будет организовано в этом году. 150 спортсменов из разных регионов выявят лучших. Первенство и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу стартовал в Якутске. В понедельник ожидается поступление новой партии вакцины в республику. Вице-премьер Ольга Балабкина отметила, что небольшая задержка связана с необходимостью проведения маркировки вакцины согласно федеральным требованиям. В связи с этим в некоторых поликлиниках сдвинулся график вакцинирования граждан. Что касается цифр, то прививки от ковид уже получили по Якутии 25 491 человек, в том числе за последние сутки более 1500 граждан. Вакцинация, напомним, проводится как в Якутске, так и в районах республики. Мы ждем поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Само по себе поступление вакцины, оно связано с маркировкой ее, так же, как и любого лекарственного препарата по правилам, действующим в Российской Федерации. Что касается заболевших, то за минувшие сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 38 случаев, в Мирнинском районе 16, в Тампонском 11, в Алданском 6, в Нернгринском районе 5 случаев коронавирусной инфекции. От 1 до 3 случаев выявили во многих других районах республики. Активно прививаются и жители районов республики, в частности в Хангаласском районе. Центральная районная больница ожидает поступления крупной партии вакцин. Предыдущая в количестве 800 штук была использована практически за 1 неделю. Сюжет из Покровска Виолетты Засимовой. На сегодняшний день 860 хангалассов получили вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК. В основном это жители города Покровска и поселка Махсагаллох. Вакцину получили 44 человека в возрасте от 65 лет и старше и 20 человек с хроническими заболеваниями. На днях должна поступить очередная партия вакцин в количестве 1700 штук. Из них мы хотим вначале в первую очередь провакцинировать наши отдаленные южные наслега и заречные наслега. С момента получения первого компонента вакцины гражданам предлагается ввести дневник самонаблюдения на портале госуслуги в течение 42 дней. По окончании ведения дневника привитому выдается сертификат в виде QR-кода, который впоследствии можно предоставить по месту требования, например, при допуске на работу или при вылете в другие регионы или страны. Первую вакцину я получила 24 декабря, ГАМ-КОВИД-ВАК. Потом вторую ревакцинацию я получила 13 января. И первые 3 дня я заполняла дневник в госуслугах. Потом с периодичностью где-то 3-4 дня. И заполняете дневник до 42 дня. По времени занимает где-то минут 2-3, получается. Там совсем несложные вопросы, я бы так сказала. Хангаласская центральная районная больница составила график вакцинации населения на текущий год. Так, ежеквартально прививку от COVID-19 должны получать до 2500 жителей Улуса. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. В Алекминской больнице организовали День открытых дверей для населения. Это привлекло внимание многих местных жителей. Сюжет Елены Фаст. Ко дню Всемирного дня борьбы против рака в Алекминской больнице прошел день открытых дверей. Те, кому рекомендовано, могли пройти ультразвуковое исследование, КТ, ФГДС, снять кардиограмму, а также получить консультацию ряда специалистов. Акция стала востребованной. Население очень активно отреагировали сегодняшнее. Очень много пришли. И гинекологам, и онкологам. Как запланировано было, так и пришли. Не так давно в районе начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Врач-онколог уверена, такая работа необходима. Онкология помолодела, болеют даже работающие молодые люди. И
за последний год у нас очень много очень запущенных случаев, которые поздно обращаются. Вот мы хотим, цель этой акции, чтобы ранняя диагностика. Предупредить. Тогда намного больше шансов победить коварную болезнь. Именно на это направлена акция – прийти и проверить свое здоровье. Убедиться, что все хорошо. Это тоже важно. Вообще это нужно, потому что если идти отдельно, времени занимает намного дольше. А здесь шел по акции, врачи настроены на работу именно в данном направлении. Естественно, что это все быстрее, все это удобно намного. Капля крови – символ единства в борьбе, единства пациента и медиков. Кстати, народ действительно подошел, и это здорово. Наверное, самое приятное для врача сказать пациенту – у вас все хорошо. А если есть необходимость – помочь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К другим темам противодействие коррупции остается одним из вопросов первостепенной важности как для исполнительных органов государственной власти, так и для органов местного самоуправления. Об этом заявил глава Якутии Айсан Николаев в ходе совещания по вопросам профилактики коррупционных правонарушений в регионе. Особое внимание на совещании уделено декларационной кампании, которая проходит с 1 января по 30 апреля текущего года, а также соблюдению государственными и муниципальными служащими ряда запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, в том числе по вопросам возможных конфликтов интересов. С 6 февраля начнутся ежегодные отчеты правительства республики об итогах работы за 2020 год. Впервые из-за эпидемиологической ситуации в регионе они будут проходить исключительно в онлайн-формате на телеканалах НВК Саха-Якутия-24 и радио ТЭТИМ. Старт отчетом 6 февраля в 11 часов дня даст премьер республики Андрей Тарасенко. Далее эфиры отчета правительства по очереди по графику будут проходить с участием всех заместителей председателя правительства в разные дни в течение всего февраля. Вопросы во время прямых эфиров можно будет задать по телефону, позвонив на номер 8 41 12 32 01 11 или отправив смс-сообщение, либо сообщение на WhatsApp по номеру 8 914 279 22 62. С 7 февраля вопросы будут приниматься и через портал yakutia.click. Итоги отчета будут подведены 27 февраля в 11 часов председателем правительства Андреем Тарасенко. А в эти минуты в Доме культуры имени Гагарина в столице начинается торжественная церемония подведения итогов общественной премии «Якутянин года». Напомним, это мероприятие проводится с целью выявления современных героев среди жителей столицы для популяризации и стимулирования социально значимых поступков, а также для поощрения горожан, внесших существенный вклад в развитие города Якутска. На месте событий работает мой коллега Дмитрий Тымыров. Дмитрий, добрый вечер. Тебе слово. Влад, здравствуй. Но вот в эти минуты, с минуты на минуту здесь начнется торжественная церемония подведения итогов общественной премии. Но я хочу напомнить, что прием заявок на это мероприятие началось в декабре 2020 года. И в конце они набрали более 20 номинантов. В их число прошли работники здравоохранения, специалисты округов и так далее. Ну, хочется отметить, что в этом году здесь в этой премии выдвинуто более 9 направлений, по которым будут подведены итоги. И как нам сообщили организаторы мероприятия, эта премия проводится в столице региона с 2018 года. И предыдущие участники, которые номинировались на общественную премию, по итогам начали проводить общественные мероприятия, которые влияют на развитие не только региона, но и столицы республики. И вот что нам сообщили по этому поводу, какие показатели показывают предыдущие участники.
Я просто вот хочу как пример привести, например, в прошлом году лауреатом стал молодой общественник Николай Мартынов, да, и во время пандемии вот его общественная деятельность стала еще более шире, да, то есть он помогал людям, которые вот пострадали от коронавирусной инфекции, вот, и, или, например, вот Нургуяна Попова, да, которая председатель движения «Без барьеров», она была лауреатом 2018 года, то есть вот став лауреатом, она стала еще больше вот пропагандировать вот это движение без барьеров и помогать людям с ограниченными возможностями. Ну а более подробно об итогах этой премии 2020 года мы расскажем в следующих выпусках новостей. На этом у меня все. Спасибо. Это был наш корреспондент Дмитрий Тымыров на прямом включении с культурного центра имени Гагарина с открытия, с вручения премии «Якутянин года». К другим новостям. Первенство и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу стартовал в Якутске. Сегодня первый день соревнований. С 4 по 7 февраля во Дворце спорта 50 лет Победы на ринге встречаются спортсмены 3 возрастных категорий. Это взрослые, юноши и юниоры. Всего принимают участие порядка 150 кикбоксеров из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Южно-Сахалинска и Якутии. Специальный гость соревнований – вице-президент Федерации кикбоксинга страны Александр Березкин. Победители и призеры соревнований получат путевку на участие в чемпионате России по кикбоксингу, который состоится с 5 по 11 апреля впервые также в Якутске. Этот вид спорта, он достаточно динамичный, и в Якутии он очень хорошо развит. И многие спортсмены в кикбоксинг приходят с бокса и с различных видов единоборств, уже более подготовлены. И я вот не только по этим соревнованиям могу дать оценку, а по многим другим. И чемпионаты России в других разделах, и чемпионат Дальнего Востока также в других разделах. Якутские спортсмены показывают очень хорошие результаты, очень достойные соперники и очень красивые поединки. Оргкомитет Игорь Манчар еще в ноябре прошлого года официально утвердил талисманы спартакиады по национальным видам спорта – лось-тургун, бизон-берген и цветок кырсада. Собранные вместе, они символизируют единство и дружбу. Оргкомитет объявил о том, что на данные символы уже зарегистрированы авторские права. Но мы начали раннюю работу, потому что желаем, чтобы команды наши республиканские, чтобы организации наши уже заранее начали работу над созданием сувениров, над дизайном своих костюмов спортивных команд. И думаем, что это можно вполне претворить в жизнь. И желаем, чтобы они использовали наши талисманы, чтобы изделия их выглядели универсальными, уникальными с помощью этих наших талисманов. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в специальной программе в 20:00 на канале Якутия 24. С вами прощаюсь. Оставайтесь на наших телеканалах, будьте в курсе.